С утра к Дому культуры Гулрыбского района пришла группа людей, не согласных с изменением статуса госдачи Пицунда. В целях сохранения правопорядка на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Далее началась официальная часть встречи. Об итогах работы в первом полугодии 2022 года сообщил глава районной администрации Аслан Барателя. Доходная часть бюджета района выполнена на 106,4%, при плане 96 миллионов 454 тысячи рублей. Доходы составили 102 миллиона 580 тысяч рублей, что на 6 миллионов больше, чем за аналогичный период 2021 года. На период 1 июля 2022 года было поступление денежных средств из резервного фонда президента на общую сумму 2 миллиона 398 тысяч рублей на выплату материальной помощи жителям Гулрыбского района, пострадавших в результате стихийных бедствий. Из средств местного бюджета 85 жителей Гулрыбского района получили материальную помощь на сумму 1 миллион 533 тысячи рублей. Задолженности по заработной плате и иным платежам бюджет не имеет. Остаток свободных бюджетных средств на 1.07.22 года составляет 9 миллионов 118 тысяч. Всего в Гулрыбском районе зарегистрировано 564 налогоплательщика, в том числе 119 юридических лиц, 373 действующих индивидуальных предпринимателя. Население Гулрыбского района составляет 18 729 человек. В том числе сельское население 14 028 человек. За первое полугодие 2022 года в район прибыло на постоянное место жительства 147 человек. Убыло 40 человек. 61,7% поступлений в бюджет составил подоходный налог. Выполнение расходной части районного бюджета составило 98,8%. Основная часть расхода бюджета приходится на раздел образования – 47,1% от общей суммы расходов, сообщил Барателя. 12 семей из района получили сертификаты и приобрели жилье по программе жилища 2020-2022. Всего в районе занято свыше 5000 человек. Средняя заработная плата составляет 10 830 рублей. В районе 30 910 га сельхозугодий, в том числе пастбища составляет 20 626, залежи 5 974, пашня 1166, под цитрусы отдано 241 гектар, виноград 250 га, чай 197 га. Плодовые составляют 100 га, сенокос 348 гектаров. При усадебном землепользовании находится 2008 гектаров. Вспахано 55 гектаров земли для семей погибших и инвалидов Отечественной войны за счет бюджета Гулрыбского района. За 1,5 года представлено Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия сельхозпроектов по целевой программе развития сельского хозяйства 21-22. Из них одобрено в 2021 году 12 проектов на сумму 9 миллионов 472 тысячи рублей. В 2022 году одобрено 16 проектов на сумму 9 миллионов 777 тысяч рублей. Все эти проекты имеют различные направления. Это и растениеводство, и птицеводство, животноводство, пчеловодство и механизация. В инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы по Гулрыбскому району запланировано 25 мероприятий на общую сумму 395 миллионов 645 тысяч рублей. Уже введено в эксплуатацию 24 объекта на общую сумму 282 миллиона 825 тысяч рублей. На стадии завершения работы по устройству котлована на полигоне твердых бытовых отходов в селе Кацикет. До конца текущего года строительство объекта планируется завершить, отметил Барателя. Президент Асламджани отметил, что все приведенные данные в докладе главы района соответствуют реальному положению дел. Мы прекрасно понимаем, что в районе есть много нерешенных вопросов, и руководство района, и руководство Абхазии будут прилагать дополнительные усилия для того, чтобы их решить. Мы работаем над тем, чтобы в район были привлечены дополнительные инвестиции. Идет очень основательная работа, связанные с запуском Сухумского аэропорта. Сегодня там идут уже изыскательские работы, исследовательские работы. Проект подписан, на проектирование выделены деньги. И мы рассчитываем на то, что в 2024 году Сухумский аэропорт заработает. Знаете о том, что у нас большая проблема, связанная с твердыми бытовыми отходами. Она характерна для всех районов Республики Абхазия. В селе Кацикет впервые строится полигон, который соответствует современным требованиям. Я на этом полигоне был недавно. Работы выполняются в соответствии с проектом, а финансирование идет в соответствии с графиком.
И я надеюсь на то, что данные работы будут в срок завершены. Жители района задали главе государства немало волнующих их вопросов, в числе которых судьба дендропарка Николая Смитского в поселке Агудзера. Как пояснила Аслан Абжаня, письмо по данному вопросу адресовано правоохранительным органам. А присутствовавший на встрече прокурор Гулрыбского района добавил, что проверка ведется, и она завершится на следующей неделе. Были затронуты вопросы о ремонте дорог, пересечении незаконного строительства. Жаловались жители района и на перебои с подачей воды, и на высокие цены в аптеках. В свете событий, происходящих на Украине, хотелось бы понимать, насколько мы защищены от агрессии Грузии. Присутствующие в этой аудитории знают о том, что наши вооруженные силы проводят соответствующую работу. Мы нашим вооруженным силам уделяем посильное внимание. Помимо того, что на страже наших рубежей находятся вооруженные силы, в соответствии с международным договором у нас есть военный договор, союзнический, в соответствии с которым в случае агрессии против Абхазии нам будут помогать вооруженные силы Российской Федерации. Один из жителей села Кацык добавил, что из-за строительства полигона ТБО грузовые машины испортили дорогу и попросил, если есть возможность, отремонтировать ее. Президент, в свою очередь, отметил, что по завершению строительства полигона будет произведен ямочный ремонт дороги. Он также добавил, что в обязательном порядке будет отремонтирован мост в селе. Преподаватель средней школы села Кацык обратилась к главе государства с просьбой помочь школе с кровлей. Президент пообещал, что до сентября этот вопрос будет решен. Присутствовавших, конечно же, волновала и судьба госдачи Пицунда. Однако из-за возникшей конфликтной ситуации глава администрации района Аслан Барателли завершил встречу. Далее состоялась встреча Аслана Абжаня с активом Сухумского района. Глава Сухумского района Алхаз Читанава отчитался за 6 месяцев 2022 года. Бюджет района на 2022 год составляет по доходам 159,3 миллиона рублей. Фактические поступления в бюджет за полгода составили 69,9 миллионов рублей или 128%. Среднемесячный фонд заработной платы в районе 13,7 миллионов рублей. В бюджете Сухумского района на этот год предусмотрено 7 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства. На сегодняшний день в аренду передано 207 гектар сельхозугодий, однако используется из них лишь 56 гектар. На налоговом учете в районе состоят 163 юридических лица и 163 индивидуальных предпринимателя. При этом осуществляют различные виды деятельности 23 юрлица и 102 ИП. Вот из этих 23 организаций складывается вся доходная часть бюджета Сухумского района. И ни для кого не секрет, что больше 50% из этой доли приходится на магазин беспошлинной торговли. Это 55% нашего бюджета и в суммарном выражении порядка 88 миллионов рублей. Хочу отметить еще один факт, что из резервного фонда президента в этом году было выделено 5,8 миллионов рублей на частичную компенсацию ущерба, нанесенного имуществу граждан по стихийному бедствию, которые имели место в 2021 году. После выступления главы администрации Алхаса Читанава президент поинтересовался, сколько проектов по линии Минсельхоза реализуется в районе. По программе, которая была реализована по Минсельхозу, освоено 3,5 гектаров земли. По нашей районной программе более 5 гектаров земли. Местная программа ориентирована на закладку многолетних насаждений. Основной акцент делается на фруктовые, это персик, фейхоа и цитрусовые. Так, у меня такой вопрос. В рамках инвестпрограммы у вас было сколько мероприятий? 5 мероприятий. Из них 4 реализованы, правильно? Качество реализации какое? Жители как это оценивают? Качество реализации, скажу так, оно на самом деле удовлетворительное. Мы пользуемся этими дорогами и всей этой инфраструктурой. Погрешности, которые были в ходе эксплуатации, они посредством вмешательства Управления капитального строительства оперативно разрешались, и никаких нареканий у нас пока нету.
Жителей Сухумского района интересовал вопрос, насколько Абхазия зависит от российской пенсии. Как пояснил Аслан Бжани, около 4 миллиардов рублей в год выплачивает Россия абхазским пенсионерам. Из 45 тысяч пенсионеров 38 получают российскую пенсию. Далее глава администрации Сухумского района Алхаз Читанава попросил президента прояснить ситуацию с имущественным комплексом госдачи Пицунда. Распространяют такую информацию, якобы мы это все делали скрытно от населения, что люди ничего не знали. И вдруг неожиданно возникла вот эта тема для всех. На самом деле этот тезис тоже не соответствует правде. У меня здесь есть документы, они у меня с собой, в соответствии с которым в апреле 2021 года, в апреле, значит, это более года тому назад, соответствующий документ от администрации, проект соглашения был направлен в парламент. Это произошло 27 апреля 2021 года. 27 апреля 2021 года парламентом документ был получен. Тут стоит резолюция бывшего председателя парламента, которая гласит следующее. Цишба Александр, председатель комитета по экономической политике, изучить. Бжаня ВВ, это руководитель аппарата парламента, раздать всем депутатам для изучения. Подпись председателя парламента. С 27 апреля прошлого года до даты ее подписания, до 19 января 2022 года, документ находился в парламенте. Мы должны были получить ответ. Ни один документ из парламента к нам в администрацию президента по этому поводу не поступил. Недавно выступали некоторые депутаты парламента прошлого созыва, и почему-то сейчас они на эту тему говорят. Мы готовы были принять любой ответ, если кому-то из депутатов данное соглашение, проект соглашения неприемлем для кого-то, об этом нужно было сказать. И какое-то мнение из парламента необходимо было направить в администрацию президента и в правительство, там, где готовился данный документ. И поэтому, когда говорят о том, что это все было сделано скрытно, это не соответствует действительности. Сейчас группа депутатов данным вопросом прошлого созыва интересуется больше, чем тогда, когда они были депутатами. Кто им мог мешать, почему этого не сделали, тогда, когда они были депутатами, на этот вопрос я ответить не могу. Но факт остается таким. Поэтому вот этот тезис о том, что данное решение было принято кулуарно и никто об этом не знал, тоже не соответствует никакой действительности. Далее распространяют слух о том, что данный объект передается неизвестно в чьи руки, что этот объект может быть перепродан другим структурам и так далее. Ну, Федеральная служба охраны Российской Федерации – это орган государственного управления, который проводит соответствующую работу и политику в области охраны должностных лиц. И Федеральная служба охраны входит в государственные военизированные организации. Вот перечень государственных военизированных организаций Российской Федерации. И тут в этом перечне в пункте номер 7 Федеральная служба охраны. Поэтому, как говорят некоторые оппоненты, что объект передается не в известные руки, непонятно кому, это тоже не соответствует никакой действительности. Следующий тезис, о котором говорят многие оппоненты или специально вбрасывают в наше общество, состоит в том, что передают Пицунду, передают часть Гагры. Это тоже не соответствует действительности. Действительности соответствует только то, что государственная дача, которой пользуется Федеральная служба охраны Российской Федерации, и ее границы утверждены 60 лет тому назад, и никто эти границы менять не собирается. Ни на 1 метр не расширять, не увеличивать и так далее. Это тоже есть неправда, которую пытаются навязать нашему населению. Исходя из того, что переписки было уже 12 лет, как этот вопрос ставился между нашими государствами, между руководителями, было принято решение дать поручение нашему Государственному комитету по имуществу подписать данное соглашение, потому как парламент в данное соглашение никакие
прошедшего созыва парламента, я хотел бы обратить ваше внимание особо на этот момент, потому что действующему парламенту, в котором должна произойти ратификация, вынужден сейчас нести ответственность за ту работу, которую должны были провести депутаты парламента прошлого созыва. Этот документ был направлен им, и в рамках прошлого созыва было уже соглашение подписано в январе 2022 года. Поэтому, когда говорят о возможных последствиях, я не знаю, какие могут быть возможные последствия. Я знаю такую русскую поговорку: короля делает свита. Так вот, в окружении Владимира Владимировича Путина разные руководители, у которых отношение к нам трансформируется из хорошего в очень несимпатичное. Об этом свидетельствует книга действующего министра обороны Шойгу, который говорил о том, что во время войны обещали много и так далее, ничего не было сделано. Так вот, какие могут быть последствия? Ну, последствия точно, фон будет отрицательный, а какие могут быть последствия, будут зависеть от того, кто будет формировать настроение президента Российской Федерации. Если настроение будут формировать люди, которые исходят из таких позиций, во многом обоснованных и справедливых, я думаю, что говорить о том, что наши международные отношения именно с Российской Федерацией улучшатся, это будет близорукостью. Я не имею права вас вводить в заблуждение, потому что завтра, если ситуация ухудшится, виноватыми здесь будут руководители Абхазии. Я несу ответственность за Абхазию, я готов ее нести, и при этом я вам хочу говорить только правду. Приведу один пример. Вы, наверное, помните в 2020 году, когда была закрыта граница. До августа она была закрыта. Определенное количество людей стали проводить митинги, требуя, чтобы мы эту границу открыли. Я летал в Москву, мы договорились, границу открыли. После этого у нас произошел рост заболеваемости. Эта же группа людей начала высказывать свое возмущение по поводу того, что мы границу закрыли, потому как у нас распространилось заболевание. Вот вам пример, как одни и те же люди относятся к одной и той же проблеме, в зависимости от их политической конъюнктуры и взглядов. Поэтому такого рода ошибки я допускать далее не намерен. Считаю, что данное соглашение соответствует интересам Абхазии. С учетом геополитики, с учетом того, что нас окружает агрессивный мир. Сумское соглашение является жестом доброй воли абхазского народа, не могу сказать, так как мнение у народа разделилось. Жестом доброй воли нашего правительства по отношению к России, что Россия остается гарантом нашей безопасности. Так получается? Вы знаете, я бы меньше всего хотел подводить здесь какую-то бухгалтерию, но обстоятельства меня вынуждают быть в этом вопросе предельно откровенным. Поэтому я хотел бы вас проинформировать о том, что с 2008 года по настоящее время Российская Федерация оказала безвозмездную помощь в объеме 105 миллиардов рублей. Это пенсионное обеспечение около 50 миллиардов рублей, это инвестпрограмма более 30 миллиардов рублей. Мои дорогие друзья, из новых школ, отремонтированных послевоенное время, какое количество школ было построено на деньги абхазского государства? Меньше 1%. Детские сады, больницы, спортивные площадки и многое-многое другое. Поэтому это и есть долг в дружбе. Если наш стратегический партнер оказывает долг в дружбе, у нас, наверное, тоже что-то должно быть. Это площадка, на которой Владимир Владимирович Путин мог бы проводить международные встречи какие-то. Так было. Иосиф Сталин здесь принимал Мао Цзэдуна, Фидель Кастро Хрущев здесь принимал. Были такие времена. Но неужели вы думаете, что это будет мешать нашей истории или нашему будущему? Или неужели кто-то думает, что это может не способствовать разрыву той информационной блокады, которая есть? Есть, 95-го года соглашение, оно, мне кажется, что полностью, в полной мере соответствует интересам Республики Абхазия. Что имеется в виду? Что Владислав Григорьевич в свое время отдал бессрочное пользование российской стороне. Когда кто-то говорит, и людям говорят, что бессрочно, даже он не определил сроки, в этом есть смысл. О чем речь идет, все это понимают. Но если мы бессрочно отдали российской стороне, и они не могут, потому что бюджетное устройство России не позволяет прямые вливания в ремонт, какие проблемы? Давайте обсудим.
есть комплексный план. Давайте введем ту сумму, которая необходима для ремонта, и через комплексный план проведем. И вообще, я думаю, что проблем нет. Пришло время, когда вопрос данный поставили ребром. И вот документ я вам зачитаю. Он адресован, датирован 2 апреля 2021 года. Это перед тем, как соглашение, проект ушел в парламент. Пишет чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Двинянин. Как показывает практика последних десятилетий, в российско-абхазских отношениях накопилось множество неурегулированных вопросов самого разного плана, от имущественных до политических, от решения которых абхазская сторона уклоняется под различными предлогами те же десятилетия. Это было в апреле 2021 года. Это первое. Второе, если уважаемая аудитория помнит, в соответствии с договором от 2014 года мы должны были создать дополнительные пункты базирования, так это называется на русском языке, да, в Очимчирском районе, которые не имели никакого отношения к отдыху, а имели отношение к обеспечению безопасности Абхазии и России. Примерно по таким же аналогичным причинам это не состоялось. Хотя бывший министр обороны соглашение данное подписал, и соглашение не было ратифицировано нашим парламентом. У меня такой вопрос. Когда речь идет об обеспечении военной безопасности, там российская сторона хотела в Очимчирском районе в селе Меркула разместить подразделения, соответствующие, да, нашу совместную группировку, да. Они должны были построить объекты, объекты становились их собственностью, но они подразделялись на две части, те, которыми пользуется абхазская сторона, и они. И там было прописано в их проекте, когда они уходят, все, их часть и наша часть передается в абхазской стороне. Это тоже не было сделано. И это тоже вопрос, который поднимают и ставят передо мной, ставили. Я считаю, что непосредственно профильные там, министерства там, и так далее, ведомства и так далее, которые сегодня не справляются, уже, наверное, давно пора какие-то выводы делать. Что все такие священные, что никого трогать нельзя, никого поменять нельзя. Сегодня я считаю, что больше, чем за 2,5 года, там, может, чуть меньше, правительство неуспешно. Значит, если говорить об экономической сфере, показателем развития экономики является консолидированный бюджет. Слушайте, у нас 50% бюджета формирует Российская Федерация, а с учетом пенсионных выплат получается 75% мы получаем денег из Российской Федерации. Просто пенсионные в бюджете не учитываются. Но у нас маленький бюджет. И при этом, я бы хотел это сказать для всех, впервые в прошлом году мы получили профицитный бюджет. Почти 1 миллиард рублей собственной доходной части получили в плюс от запланированных. В новейшей истории Абхазии этого не было. По итогам первого полугодия мы выполнили план по собственной доходной части более чем на 700 миллионов рублей. Да, в прошлом году деньги ушли на ковид и на тех, кто испытал чрезвычайную, подвергся чрезвычайным ситуациям. Это не характеризует работу отдельных ведомств правительства, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам. А вопросы, касаемо имеющие отношение к энергетике, они что, новые, что ли, у нас? Им много-много десятилетий. В 2017 году было выплачено 1 миллион рублей на проект реконструкции нашей системы. И правильно потратили деньги. Еще по ценам 2017 года нужно было вложить 20 миллиардов рублей, чтобы наша система работала энергетическая в безаварийном режиме. А вы знаете, сколько потребляют те, кто незаконно майнингом занимаются? Не знаете, цифры нет у вас? Да. Так вот, я вам хочу сказать, 400-500 миллионов. Неоднократно говорили людям, не делайте этого, но не слышат. А об этой проблеме в энергетике говорят больше всех те, кто сами занимаются незаконным добычей криптовалюты. Вот же в чем проблема.
В завершении встречи глава государства вновь отметил, что речь о продаже земли не идет и не может идти, так как земля в Абхазии не продается. Речь идет о передаче в собственность России, являющейся союзником и стратегическим партнером Абхазии, объектов недвижимости. В конце концов, я несу ответственность за то, что происходит на территории Абхазии, как высшее должностное лицо. А в тексте моей присяги сказано следующее. Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. Это высшая цель для меня. Сария Кварацхеля, Джамбул Чхапеля, Роберт Ломия, Саида Гухава, Абхазское телевидение.